Bağırnakva hoşçacı Rabinun cınnamada Ulanıma abun on govidan formada Sayısı hudulçıcıda Şalta burta mıtmışta Yuvulgar sabahı ştuçtalı da cahtışta Yuvulgar sabahı ştuçtalı da cahtışta Çir savzan makalın varma çiye ştuçka zani Улшарей самоманому Саварчиш глаузани Сайсы худу чежета Шалта бурта мытпышта Ювулгар забады штут Шталы да жахтышта Ювулгар забады штут Шталы да жахтышта Добрый вечер, друзья! В эфире очередной выпуск программы «Музыкальная гостиная». Как вы видите, сегодня у нас необычный выпуск. Не один гость программы, а сразу несколько талантливых, самобытных, ярких мужчин, которые несколько лет назад объединились в дружную музыкальную компанию вокально-инструментального проекта, часть которых сидит по эту сторону. Это, прошу жаловать, инструментальный проект Александровский проспект. И вот эти три богатыря по обе стороны, Валера, Артур и Аслан, которые тоже уже несколько лет продвигают на высокий качественный уровень остинскую музыкальную культуру. Прошу жаловать, ансамбль «Фиден». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и начнем с того, как вы объединились, как вы друг друга нашли. 93-й год. Познакомился с Асланом на актерском факультете. Чуть позже присоединился Валера, уже ниже курсом. Сначала актерские дела, да, потом появился КВН. Мы все участники команды «Владикавказские спасатели». И там вообще уже подружились, ездили, на игры, как это бывает, на игры, да. Ну и там нам немного тесно стало, понравилось нам петь, и решили, дайте-ка давай попробуем уже просто петь уже. Попробовали, вроде нам самим понравилось, так и втянулись. Нас всех, не сговариваясь, объединило творчество Кима Суанова покойного, да? Если вы обратили внимание, то в нашем репертуаре очень много произведений, которые исполнял Ким. Вот. Любимые песни, которые которые нам бы не хотелось, чтобы они уходили в лето, как говорится. Вот вы говорите, что над каждой песней вы долго работаете. Это в чем вот она такая вот долгоемкая работа? Я могу сказать, что у нас, допустим, есть песни, которые мы начали делать 5-6 лет назад, но так еще не вышли.
Где-то какие-то инструменты уже устарели, их нужно менять. Где-то с темпом не нравится, что-то нужно менять опять-таки. Где-то какие-то голоса не нравятся, и вот приходится все время надо переделать, они так и остаются. Касаемо вот Остинской песни, ну, я поняла, что это обработка. Вот аранжировка вам всегда приходится по духу? Или бывают споры, какие-то ваши видения, коррективы вносите вы? Или с аранжировкой вы всегда соглашаетесь? Нет, у нас все идет через обсуждение. То есть сделали аранжировку, мы не последние, 3 песни, она, Риш, Шушкад, мы делали с нашим аранжировщиком из Армении через интернет. Он присылал нам композиции, мы их слушали, обсуждали и отправляли ему обратно. То есть не подходит, там нужно поменять это, там нужно поменять это, и приходилось очень многое менять. А потом уже здесь мы добавляли туда и инструменты живые, гитары, бас-гитары, где-то какие-то барабаны меняли. Ну, то есть очень долгий процесс. У вас понятно, что репертуар уже как бы сложенный, да? Но есть какие-то песни, которые вам особо дороги? Или поются как-то вот с особым? Или все они на одной волне у вас? Тяжело сказать. Вот выделить какую-то песню есть, наверное, 50-60% из репертуара, которые поются вот всегда. Вот они всегда у меня на слуху, и я их всегда напеваю. Ну вот у вас получается на сцене, как бы вот в вашем трио, такой 3 голоса совмещать? Вот это удивительно, честно вам скажу. Наши голоса не должны сочетаться вообще. Вот вроде бы тенор, баритон, бас. Но по тембру они никак не должны. Но они, вот, может, не скромно, но они как-то такой какой-то звук дает. Ну, такой, ну, не знаю, ну, приятно. Когда вместе поем, потом прослушиваем. Вот песни, казалось бы, уже прокрученные многими музыкантами и на мероприятиях, но в вашем исполнении они звучат по-другому. Согласитесь. Может, даже по-новому. Соглашусь. Да. А нет у вас вот такого желания вот что-то разбавить репертуар чем-то вот зарубежным? Или, может быть, сделать это как по типу, знаете, вот известных вот это... Я понимаю, почему, да, вот я вас понимаю. Но тут, понимаете, сейчас даже на данный момент интернет весь кишит вот этими всякими кавер-группами, которые повторяют. Да. Ну, можно сделать. Честно, вот такого желания большого, честно, нет. Вот нам нравится вот песни, которые мы поем. Мы никому не навязываем. Вот что нам нравится, мы делаем. Но это делаем вот, ну, как бы с любовью к этому. Вот нам...
Вот Фидан, мне бы название хотелось. Ну, понятно, что вы в традиционном национальном духе так поете, да, ну, в аранжировке современной, но вот название как пришло в ансамбле? Вот если честно, уже задавали подобный вопрос, если честно, толком никто не помнит, У кого почему. появилось, да? Почему. Нет, у кого это Артур предложил, насколько мы поняли. Но почему, не знаю. Но нам как-то сразу, было несколько предложений, разные были варианты. Ну вот мы все зацепились за Фидан, решили, да, название стоящее, они немножко так в метафизическом смысле тоже какую-то надежду возлагало, и мы поэтому как-то все его приняли. Ваши концерты бывают вот выступления как праздник. Редкие, но, как говорится, меткие. Почему вы редко вот выступаете? Ну, опять же, Это все упирается в пресловутое конечно. финансирование. Ну, а потом мы ведь готовимся, извините за бахвальство, да, мы же тщательно готовимся к каждой вещи. Вот даже бывали такие случаи, что нас спрашивали коллеги, вот зачем вы готовите такие фонограммы? Ну, фонограмм бывало писали по полгода, а то и больше. То есть мы писали, нам не нравилось, мы переделывали, мы переписывали, мы дописывали музыкантов, живые инструменты. А потом у нас ведь нету профессиональной студии на самом деле на территории республики. Ну, ее правда нет. То есть есть люди, которые собственными усилиями что-то создали, но вот прям такого, чтобы было качество, конечно, с этим очень тяжело. И поэтому приходится писать музыку. Допустим, здесь аранжировку. Кто занимается непосредственно аранжировкой у вас? В разные времена по-разному случалось. Ваш взгляд вот вообще на те музыкальные тенденции, которые происходят сейчас вот в нашей музыкальной культуре? Что позитивного? Не негативного? хотелось бы критиковать, но все-таки хочется сказать правду, да? Потому что это наш долг как носителей культуры, мы надеемся, что мы ими являемся. Да? К любому делу нужно подходить тщательно и профессионально. И на первом месте не должно быть вот заработать денег, вот прославиться. Слава приходит. Если она приходит, то она приходит надолго, если ты ее заслуживаешь. А, к сожалению, сейчас у людей нет терпения, и понять это тоже можно. Вот, многие наши коллеги не определяются даже с жанром, да, там они вот пытаются подражать. Вот это тоже такой очень щепетильный вопрос. То есть вы работаете на качество? Мы Вы работаем не работаете только на славу, качество, да? мы не хотим, ну пусть, если Да. слава придет, то пусть она придет сама, не надо за ней Да. гоняться. Да? Плюс к этому не надо пародировать кого-то, да, там, плагиатом заниматься не надо. Вот это вот самое бывает, появилась тенденция там на определенное какое-то веяние. И все, несмотря на характер голоса или там манеры пения, и все ринулись в эту область. Завтра поменялась тенденция, и он тоже меняет свою музыкальную А направленность. сейчас вот какую тенденцию вы наблюдаете? Вот этот спад национального идет или все-таки наоборот возрождение? Трудно сказать. Это вот как волнами. Да, по-разному. Иногда кажется, что вот оно, все люди. А музыка здесь какую роль должна выполнять? Через А песни? так же, как вся культура. Возрождать Во-первых, должна быть пространство. поэзия, во-вторых, должна быть мелодика, да. Это ведь не просто так, да. Этому всему надо учиться. Ну вот эти песни, тот же Ким Суанов, да, это песни сквозь времена, они не имеющие пространства, да, вот поэтому классикой мы их называем. А сейчас есть у нас надежда, что такие песни напишутся сегодня уже на завтра? Наверное, таких композиторов и писателей уже. Да нет, Или всё-таки? у нас народ очень талантливый. Вопрос, будет что-то другое, да. вопрос на самом деле очень сложный. Это все зависит от вышестоящих однозначно. Если не будут созданы условия, то мы теряем на самом деле время. У нас очень талантливый народ. И мы на самом деле теряем время, когда с этим тянем. Это надо организовывать. Это надо... Омадує, фарний сарай, ах же ж голман, дау, дау сабон фетто, махураха, вадайдер масаднаво. Дау сабон фетто, махураха, вадайдер масаднаво. Фарнай масарайма, масаднади,
два как бы пространства, да, вот сцена и зрительный зал. Иногда они соизмеримы. Вот для вас важен тот контакт, или вы смотрите в зал при выступлениях? Вам важно, как на вас смотрят, кто в зале, или... Это Вы это важно, чувствуете? конечно. Вы это Конечно, это важно. Это без зала это очередная репетиция. И вот и все. Это же разные вещи. Выступаете вы и на свадьбах, да, я так поняла? Да, он на скрипке играет, Это совсем другое. А ты на большом барабане. а я на большущем барабане. Бывает, и на корпоративах работаем, но в дальнейшем у нас планируется выйти на новый виток, и это будет нечто такое, я думаю, интересное. Может, вы нам приоткроете запись? А это мы не таинственности? приоткроем вам пока. Пока не мы приоткроем. Почему? Какие вы загадочные. Не, мы готовимся, скоро это покажем. Это Я будет имею в виду, отличительно новое что-то, что мы слушали, или то же самое? Скорее всего, будет что-то новое. Ну что ж, мы вам желаем успехов Спасибо. на этом нелегком поприще и оставаться Спасибо. всегда вот в таком позитивном, дружном, одной большой семьей. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Не для меня